Участница под номером 3, ученица 11 Б класса Бугаева Анна. Участница под номером 4, ученица 11 Б класса. Участница под номером 5, ученица 11 Д класса Яныгина Полина. Ученица 11 Е класса Львова Анжела. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в этом уютном зале на конкурсе красоты и таланта «Мисс Выпуск 2020». А проведем его мы, Анна И Павел. Профессионалы утверждают, что конкурс красоты – это шоу, обреченное на успех. Это необыкновенное, удивительное зрелище, потому что красота сама по себе явление удивительное и необыкновенное. Тысячи ее осколков разбросаны по всему свету. Они в первых лучах солнца, в пении прибрежных морских волн, в улыбке человека в вашей душе. Сегодня вы станете свидетелями удивительного события. На ваших глазах будет избрана самая красивая, самая грациозная, самая творческая и обаятельная выпускница 2020 года. На нашем празднике присутствуют почетные гости. Разрешите представить честных и беспристрастных членов жюри. Председатель жюри, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Семенов Анатолий Аскалонович. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель русского языка и литературы Цвиль Ирина Сергеевна. Популярный певец и танцор якутской эстрады Эрхан.
года, финалистка Мисс Россия 2013, топ-30, Мисс Model of the World 2014 года Наталья Ольцова. Спонсором нашего сегодняшнего мероприятия является модельное агентство Taya Models, Салон вечерних выпускных и свадебных платьев Анна, кинотеатр Cinema Center, кинотеатр Центральный, цветочный центр Букет Опт, магазин спортивной одежды Be Real, салон красоты Gaia Beauty, языковой центр Intensus, школа восточных языков Востоковед, кондитерская мастерская Марии Столярчик, книжный интернет-магазин Кити ЕКТ, Анжелика Гостева Nails, магазин экопродуктов Wasteless, медиацентр 31 кадр. Итак, настало время перейти к первому этапу нашего мероприятия «Визитка плюс талант». Мы решили совместить эти два этапа. Главная задача наших участников – рассказать о себе, сделать это лаконично, информативно, а самое главное – творчески. Под бурные аплодисменты приглашаем на сцену первую участницу, ученицу 11 А класса Избекову Саину. Саина Алексеевна. Хочу рассказать о себе, о своей жизни. Сначала расскажу о родителях. Мама родом из Янтарского Руса, а папа из Урт-Алганского. Так вот, я активистка молодежной организации «Тюмень-Сунтер». Работаю официанткой в комбинате питания «Соколя». Веду здоровый образ жизни, занимаюсь боксом и легкой атлетикой. Я сильный и смелый человек. Мои качества: доброта, отзывчивость, дисциплинированность и целеустремленность. Благодарна судьбе за предоставленную возможность принять участие в данном конкурсе. Прежде всего, для меня это новый жизненный опыт, способ проявить себя и свои сильные стороны. Я уверена, что конкурс станет для меня незабываемым днем.
творческой видеовизитки, я хочу вам пожелать замечательно провести этот вечер. А сейчас внимание на экран и приятного вам просмотра. Интересно, чей это телефон? Какой-то он старый. Может, он включается? О, работает! Зайду-ка я в галерею. Что за видео? Я ученица физико-математического 11 Б класса средней общеобразовательной школы номер 31. Здесь я приобрела друзей, которые являются мне поддержкой и опорой во всем. Они всегда придают мне силы и добавляют в мою жизнь яркие краски. Благодаря своим учителям я поняла, что хочу связать свое будущее с профессией учитель. Смотря на своих учителей, в их умении передать знания другому и в умении делать трудные вещи легкими, я стремлюсь стать таким же учителем для своих будущих учеников. В своей школе являюсь лидером детского общественного объединения «Алые паруса». В 7 классе открыла в себе лидерские качества, которые по сей день делают меня лучше. Я творческая личность. У меня есть свои взгляды на жизнь, и я живу, танцуя и радуясь жизни, во что бы то ни стало. Благодаря своим наставникам, которые увидели во мне ораторские способности, я уже который год веду различные мероприятия, как в школе, так и за ее пределами. Каждый год летом я работаю в лагере имени Каландрашвили, где и состою в педагогическом отряде «Штурманы детства». Лагерь для меня – это состояние души, радости и возможностей для новых открытий и свершений. Вожатый – это артист и спортсмен, литератор и историк, психолог и немного ребенок, фантазер и добрый волшебник. Во все времена вожатый детского лагеря будет профессией птицы. Спорт занимает важную роль в моей жизни. Для меня спорт – это движение, достижение результата, укрепление здоровья. Он помогает мне преодолевать мои слабости, формирует мой характер и помогает становиться более сильной и уверенной. Ведь уверенность – это незаменимое качество для достижения своих поставленных целей. А цель – это нечто большее, чем мечта. А мечта – это желание конкретного счастья. Семья – это самое дорогое, что есть в моей жизни. Я бесконечно счастлива, что у меня есть любящая семья. Мои родные всегда готовы поддержать меня в трудную минуту и дать мудрый совет. Благодаря тому, что в нашей семье царит всегда мир и покой, взаимопонимание, уважение и почет каждому, я стою твердо на ногах и уверена в завтрашнем дне. Для меня семья – это место, куда я всегда буду с нетерпением возвращаться. Мои родные и близкие всегда меня ждут и любят. Моя семья – это моя опора. Моя семья – это моя крепость. Она и правда была умной. Закончила школу и получила диплом. Была хорошим спортсменом и призером во многих соревнованиях. Я знаю, кто это. Бабушка. Это ты, та самая красивая, спортивная, умная, активная девушка из видео? Ты открыл уже мой подарок? Да, дорогой, это я, вся моя прекрасная школьная жизнь. Этим подарком я хочу тебе сказать, что нужно наслаждаться жизнью и наполнять ее яркими красками, чтобы жизнь была прожита не зря. Давайте вспомним тех, кто нас
всех. Сегодня и сейчас. Новым годом в нашей гости. Группа Disco Dolls. Проводим бурными аплодисментами. Встречаем участницу под номером 3, ученицу 11 В класса Бугаеву Анну. Считаю глупым и нескромным пытаться рассказать сейчас вам о том, какая я потрясающая. В очень непростой жизненный период меня ломало отсутствие на этот, казалось бы, легкий вопрос. Когда ты молод и свободен, перед тобой открыты все двери, требуется лишь один шаг — сделать выбор. И уверенно следовать своему выбору с одной лишь целью — быть счастливым человеком. Все мы своего рода ангелы-хранители, давшие клятву и получившие крылья. Но взамен мы должны дарить свое тепло окружающим. Хранители моего тепла — мои родные и близкие люди. Источник моей энергии — маленькая империя Disco Dolls, а поддержка — мой любимый класс. Счастье — радоваться всем мелочам и быть открытой миру. Счастье — оно здесь и сейчас. Но кто же я? Я — счастливый человек, сделавший правильный выбор. Я не ошибусь, если скажу, что моя жизнь словно сказка.
для того, чтобы сквозь него зашли цветы и глянули наверх. И я сама не знаю, как во мне вмещаются и солнце, и луна, и тающий синий грустный снег, и ранняя прекрасная весна. Падение — это маленький успех, ведь крылья вырастают на лету. Я поражен твоей глубиной. Я ослеплен волшебным танцем. Ты не против? Танец — это несравненно. Если часто в ритм кружиться, танец может постепенно в смысл жизни превратиться. I'm done hating myself for failing. I'm done crying myself away. I gotta leave and start the healing. But when you move like that, I just wanna stay. What have I become? Looking through your phone, all love to you is just a game. Look what I've done, tallying up the numbers. Oh yeah, I don't want my heart to break, baby. How do you sleep when you lie to me? All extreme and all
под номером 5, ученица 11 Д класса Яныгина Полина. Всем привет! Я участница конкурса «Мисс Выпуск 2020», и сейчас я хотела бы немного вам рассказать о себе. Меня зовут Полина, я учусь в 11 Д в педагогическом классе. Учусь я там, потому что свою жизнь я хотела бы связать с психологией и помогать людям. Про свое хобби я могу сказать, что, наверное, у меня его нет, потому что КВН — это не хобби, КВН — это стиль жизни. У меня не большая, но очень любящая и дружная семья, которая помогает мне во всем. Мама, папа и старший брат, который является во многом моей поддержкой. Также у нас есть собачка Тая, которая неотъемлемая часть всей нашей жизни, нашей семьи. Про себя я могу, наверное, сказать, что я очень дружелюбная и общительная. У меня очень много друзей и знакомых, и именно поэтому я попросила их рассказать немного обо мне. Она очень трудолюбива и доброжелательная, и при этом у нее очень сильный характер. Вот. И еще она милая. Полина очень женственная и милая, и в тот же момент она умеет постоять за себя и своих друзей. Вот что мне нравится в ней. Полина — это тот человек, который всегда поможет и поддержит трудную минуту, даст совет. Она очень веселая, понимающая, красивая. Полина, твои люди всегда с тобой. Хорошая подруга, она красивая, милая, добрая, всегда лезет с шоколадками и отличная конкурентка. Я могу сказать, что Полина очень ответственный и целеустремленный человек. Она всегда достигает своих целей и доводит все дела до конца. Также никогда не бросит друзей в беде и поможет им. Приветствую всех зрителей. Спасибо огромное за поддержку. И хотела бы сказать, что я пока только начинаю учиться играть на пианино. И хотела бы сыграть вам самую маленький отрывок одной из мелодий. Это была Яныгина Полина, 11 Д класс. А мы встречаем последнюю участницу, ученицу 11 Е класса Львову Анжелу. Добрый вечер, уважаемые зрители и жюри. У каждого из нас своя история, и день за днем мы наполняем ее новыми событиями, выбираем путь, который мы хотим следовать. Сложный, тернистый и простой. Каким не был сценарий нашей жизни, мы пишем его. Я, Львова Анжела, ученица 11 класса. В этом видео хочу рассказать немножко о себе. Я целеустремленная, прямолинейная, харизматичная, дружелюбная, творчески интересная личность. Я принципиальная и не всегда есть свое мнение, которого я придерживаюсь. Хочу сказать, что моя жизнь очень насыщена. Прежде всего, это череда различных мероприятий, концертов, конкурсов,
соревнований. У меня каждый день что-то новое. Неважно, грустное или веселое. Я не заложница одного образа, но немного менять. С детства я очень любила танцевать, и в 7 лет мама отдала меня на танцы. Вот уже как 11 лет я состою в ансамбле современного танца «Тетрис». Танцы — это неотъемлемая часть моей жизни, это язык души, крик, который иногда вырывается наружу. В танцах я черпаю вдохновение и растворяюсь. Я люблю сцену, люблю дарить улыбку, танцуя на сцене, я получаю огромное удовольствие. Каждый взгляд из зала проходит мелко дрожи по моему телу. Эти моменты делают меня по-настоящему счастливой, и время будто замирает. На сегодняшний день я не представляю свою жизнь без танцев. Помимо этого я хожу на гимнастику, всегда поддерживаю свою форму. Слежу за своим здоровьем и посещаю фитнес-клуб. Я благодарна своей маме, что она нашла по жизни мое любимое хобби. В 14 лет у меня появилось дикое желание научиться водить машину. И вот месяц назад я сдала на права. В данный момент я живу совершеннолетие для получения прав. Семья — это главное в моей жизни. И так, думаю, должно быть всегда. Очень важно, чтобы у человека была добрая, ласковая семья, чтобы ты всегда мог найти поддержку и любовь. Я очень люблю свою семью и не представляю свою жизнь без них. Когда мне хочется отвлечься от всех дел и прочей суеты, мы с друзьями собираемся все вместе и дарим друг другу позитив. Друзья меня всегда поддерживают. Также и я помогу в трудную минуту. Поддержу, и если надо будет, буду рядом. Очень люблю и ценю. Бывает такое, что я хочу побыть одной в спокойствии и умиротворении. Я люблю домашнюю атмосферу и уют. Помимо этого я очень люблю готовить кушать. Конечно, все не так сказочно, как могло показаться. Совсем скоро состоится единый государственный экзамен, и я к этому тщательно готовлюсь, чтобы набрать хороший балл. Я думаю, что я уже определилась со своей будущей профессией. Моя мечта и цель — стать стюардессой. С семьей мы часто путешествуем и летаем на самолете. Когда я была маленькая, впервые увидела стюардессу на борту самолета и не отводила с нее глаз. Мне нравились ее движения, действия, то, как она общается с своими пассажирами. Прежде всего, мне кажется, что это очень интересная специальность, ведь у меня будет множество прекрасных возможностей посмотреть мир. Культура разных стран, их жизнь, быт, традиции — это невероятно интересно для меня. Для этого я усиленно занимаюсь изучением иностранных языков. Я уверена, что моя
Моя мечта осуществится в реальность, и я стану стюардессой профессионального уровня. Ведь моя форма успеха по жизни – вижу цель, не вижу препятствий. В конце хочу сказать вам: живите в свое удовольствие, делайте то, во что верите, и верьте в то, что делаете. Ловите моменты и радуйтесь молча. Это ваша жизнь и все ваше. Всем желаю доброго настроения, участникам удачи. Спасибо за внимание. На сцену приглашается Филиппов Наук, выпуск 2017 года. Встречаем! Добрый вечер! Ты
Встречаем! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Hey, Macarena, hey, Macarena, Macarena, Macarena. Put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Hey, Macarena, hey, Macarena, Macarena, Macarena. Bitches on my stick, but my name ain't Harry Potter. No, she lick it up, make it disappear like a Tata. She asked for some dollars, not a bitch for getting loose. Undefeated with the bitches, I'm invincible. Diamond said invisible, nigga, I ain't been it. Want me to be miserable, but I can never miss a hoe. Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, talking, give me 1 minute. Hey, Macarena, hey, Macarena, Macarena, Macarena. Put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell them give me 1 minute. Hey, Macarena, hey. Новый год – это особенный праздник. Сказочная
вкусно пахнущий морозной хвоей и мандаринами, шуршащей мишурой и конфетными фантиками, сверкающий разноцветными фейерверками и яркими нарядами. В Новый год ты загадываешь желания, и с тобой непременно случаются чудеса. И поэтому наш следующий этап – выход в образах «Новогоднее чудо». Прошу заметить, что все костюмы изготовлены своими руками и выполнены в разных техниках. Творческий полет и фантазия наших участниц безграничны.
танцы, лауреат международных конкурсов Петросян Марина. Знакомые стены стали стенами, больше ничего. Воздуха пропитанный нашими открытыми, сложно дышать. Мы все же сделали это лишнее, просто зачем уходи, быстрее забыли собой наши прошлые, все на часах. Смотри, время истекает внутри, сердце умоляет, прости, я прощаю, память догорает, хочешь его забери. Время заметает следы, память стирая все кадры между нами. Всегда на экране, где всегда играем гимны. Солнечный день подарит новые силы, переведет страницу жизни красиво. Звезды навеки погашены где-то в космосе, снова сиять. Пусть он получится, когда захочется, свободу отличить от одиночества. Может, сегодня начнешь чистого, я боюсь. Смотри, время истекает внутри, сердце умоляет, прости, я прощаю, память догорает, хочешь его забери. Смотри, время заметает следы, память стирая все кадры между нами. Видно на экране, где всегда. Время истекает внутри, сердце умоляет, прости, я прощаю, память догорает, хочешь его забери. А мы хотим напомнить, что конкурсантки проходили промежуточные этапы конкурса, спортивные этапы, а именно сдача на ГТО, интеллектуальный конкурс, где девушкам предстояло написать тест, затрагивать различные сферы наук. На основании результатов этих соревнований девушки зарабатывали баллы, которые в последующем повлияют на окончательный выбор членов жюри. Внимание на экран. Do you recall not long ago when you walked on the sidewalk? And still remember, all we did was care for each other. But the night was warm, we were old and young.
материала, убедительность его воплощения, знание текста, произведения наизусть, техника речи, дикция, ясность, четкость произношения, артистизм и исполнительское искусство. Приглашаем на эту сцену участницу под номером 1 Избекову Саину. Михаил Юрьевич Лермонтов. Сюда пришел, благодарю. Но лучше перед кем-нибудь словами облегчить не грудь. Но людям я не делала зла. И потому мои дела. Немного пользы вам узнать о душе, можно ли сказать. Я мало жил и жил в плену. Такие жизни за одну, но только пламенную, но только полных тревог. Я поменяла бы если бы я знал одно лишь. Я знал одно лишь ту власть, одну славную страсть. Она жила во мне. Изгрызла душу и зажгла. Мы движемся дальше. Встречаем ученица 11 Б класса Иванова Селена. Александр Сергеевич Пушкин. Письмо Татьяны к Онегину. Из романа Евгений Онегин. Я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воли меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали никогда. Когда б надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз, в деревню нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, и потом все думать, думать об одном, и день, и ночь до новой встречи. Но, говорят, вы не один, в глуши, в деревне, все вам скучно, а мы ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селения я никогда б не знала б вас, не знала б горького мучения, души неопытное волнение смирив со временем, как знать. По сердцу б я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать. Другое. Нет, никому на свете не отдала бы сердце я. То в вышнем суждено совете, то воля неба, я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, да грубый ты хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся незримый, ты мне был уж мил. Твой чудный взгляд меня томил, в душе твой голос раздавался давно. Нет, это был не сон, ты чуть вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала и в мыслях молвила: вот он. Не правда ли, я тебя слыхала? Ты говорил со мной тиши,
молитвой услаждала тоску волнуемой души. И в это самое мгновение не ты ли, милое видение, в прозрачной темноте мелькнул, приникнул тихо к изголовью. Не ты ли с отрадой и любовью слова надежды мне шепнул? Кто ты, мой ангел или хранитель, или коварный искуситель? Мои сомнения разреши. Ведь может, это все пустое, обман неопытной души, и суждено совсем иное. Но так и быть, судьбу мою отныне я тебе вручаю. Перед тобой слезы лью, твоей защиты умоляю. Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает. Рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. Я жду тебя, единым взором надежды сердца оживи, и сон тяжелый перерви. Увы, заслуженным укором кончаю, страшно перечесть, стыдом и страхом замираю. Но мне порукой ваша честь, и смело ей себя веряю. Итак, встречайте, участница под номером 3, ученица 11 В класса Бугаева Анна. Отчего люди не летают? Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Попробуй во мне, что теперь. И до смерти я любила в церковь ходить. А знаешь, в солнечный день из купола такой светлый столб мне светет, а в этом столбе ходит дым. Точно облако, и вижу я, бывало, будто ангелы в этом столбе летают и поют. Или рано утром в сад иду, еще только солнышко восходит, упаду на колено, молюсь и плачу. И сама не знаю, о чем молюсь и о чем плачу. А какие сны мне снились, какие сны! Или храмы золотые, или сады какие-то необыкновенные. Все поют невидимые голоса. И кипарисом пахнет, и горы, и деревья, будто не такие, как обыкновенно, а как на образах пишутся. А то, будто я летаю, так и летаю по воздуху. И теперь иногда снится, да редко, да и не то. Лезет мне в голову мечта какая-то, и никуда я от нее не уйду. Думать стану, мысли никак не соберу, молиться не отмолюсь никак. Языком лепечу слова, а на уме совсем не то. Точно мне лукавый в уши шепчут, да все про такие дела нехорошие. И то мне представляется, что мне самой себе совестно сделается. Что со мной? Перед бедой, перед какой-нибудь это? Ночью не спится мне, все мерещится шепот какой-то. Кто-то так ласково говорит со мной, точно колы паркует. Уж не снятся мне, как прежде, райские горы и деревья, а точно меня кто-то обнимает, так горячо-горячо, и ведет меня куда-то. Я иду за ним,
Иду. Класс. Мы движемся дальше. Для вас на этой сцене Петрова Виктория, 11 Г класс. Марина Цветаева, монолог Сонечки. Как же я люблю любить. А вы когда-нибудь забываете, когда любите, что любите? Я никогда. Это как зубная боль, только наоборот. Наоборотная зубная боль. Только там ноет, а здесь и слово нет. Какие они все дикие дураки, те, кто не любит. Сами не любят, будто дело в том, что меня любили. Я не говорю, конечно, но иногда встаешь как в стену. Но вы знаете, нет такой стены, которую я бы не пробила. А вы замечали, как все они, даже самые целующиеся, даже самые как будто друг друга любящие, так боятся сказать это слово, как они его никогда не говорят. Мне один объяснял, что это глупо, отстало, что зачем слова, когда есть дела, а я ему нет. Дело еще ничего не доказывает, а вот слово все. Мне ведь только этого человека и нужно. Люблю, и больше ничего. Пусть потом как угодно не любит, что угодно не делает, я делам не поверю, потому что слово было. Я ведь только этим словом и кормилась, оттого так я отощала. А какие они все скупые, расчетливые и опасливые. Я им всегда хочу сказать: ты только скажи, я проверять не буду. Но не говорят. Потому что думают, что это жениться, связаться, не развязаться. А они и вторым не говорят, не которым. Как будто со мной можно не первым идти. Я в жизни первой никогда не уходила. Первой не переставала любить. Всегда для последней возможности, до последней капельки, когда в детстве пьешь, и уж жарко от пустого стакана, а ты все тянешь и тянешь, и только собственный пар. Встречайте участницу по программе 5, ученица 11 класса Яныгина Полина. Сергей и Сеня. Письмо женщине. Вы помните? Вы все, конечно, помните. Как я стоял, приблизившись к стене, взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, что нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел катится дальше, вниз. Любимая, меня вы не любили? Не знали вы, что в сонмище людском я был как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездаком? Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развороченном буребыте, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий? Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии, когда кипит морская гладь. Простите мне, я знаю, вы не та, живете вы серьезным, умным мужем, и не нужна вам наша мета. И сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда,
под кущей обновленной сени, с приветствием вас, помнящий всегда, знакомый ваш Сергей Есенин. И завершает этап театральный монолог участница под номером 6 Львова Анжела. Монолог Ромео и Джульетта. Мое лицо спасает темнота, а то б я, знаешь, со стыда сгорела, если б ты так много узнал обо мне. Хотела б я восстановить приличие, да поздно, притворяться ни к чему. Ты любишь ли меня? Я знаю, верю, что скажешь «да». Но ты не торопись, ведь ты обманешь. Говорят, Юпитер пренебрегает клятвами любви. Говорят, Юпитер пренебрегает клятвами любви. Не лги, Ромео, это ведь не шутка. Я легковерно, может быть, кажусь. Ну ладно, я исправлю впечатление и откажу тебе в своей руке, чего не сделала бы добровольно. Конечно, я так сильно влюблена, что глупой должна тебе казаться. Я так сильно влюблена, что глупой должна тебе казаться. Но я честнее многих недотрог, которые разыгрывают скромниц. Мне б следовало сдержаннее быть, но я не знала. Я не знала, что меня услышат. Прости за пылкость и не принимай прямых речей за легкость и доступность. Спасибо. А пока наша девушка готовится к следующему этапу, для вас на этой сцене вновь выступит группа Авакрю. 귀찮아 매일 뭐해 어떤 밥은 털자 baby 자기 여보 보고 싶어 다 부질없어 You got me like 이건 아무것도 없는 love story 어떤 설렘도 어떤 의미도 내게 미안하지만 love story 나는 solo Bitch, 나는 solo I'm going solo I'm going solo Used to be a girl, now used to be a girl You're sitting on your feelings and sitting on my throne I ain't got no time for the troubles in your eyes This time I'm only looking at me, myself and I I'ma do it on my own now Now that you're alone, got you looking for a clone now That's how I'm getting down Destined for the center crown Singing loud like 이건 아무것도 없는 love story
Максим, встречайте! Я долго думал, почему что-то упустил, или где-то был неправ, может, ты не поняла. Я так хочу тебя набрать, спросить, как твои дела. Мы знаем наперед, кто трубку не возьмет, держу себя в руках. И только свет дает понимаю, одинокого вода. Я под окном твоим останусь до утра. В голове моей туманы, у тебя любовь из кармана. А мне друзья говорили, забудь ее, забудь. И теперь на сердце раны, но ты не знаешь, что я упрямый. Я буду тебе в тумане, медленно тонуть. Это просто на душе, почтовый мой листой. Песен никаких, наверное, с таким у вас, наверное, любовь. И только свет далекий мой, одинокого окна. Я под окном твоим останусь до утра. В голове моей туманы, у тебя любовь из кармана. А мне друзья говорили, забудь ее, забудь. И теперь на сердце раны, но ты не знаешь, что я упрямый. Я буду тебе, как в тумане, медленно тонуть. В голове моей туманы, у тебя любовь из кармана. Мне друзья говорили, забудь ее, забудь. И теперь на сердце раны, но ты не знаешь, что я упрямый. Я буду тебе в тумане, медленно тонуть. Каждая девушка хочет быть романтичной и женственной, загадочной и изысканной. Завершает наш праздник самый яркий, самый торжественный, самый красивый этап. Выход участниц в вечерних нарядах. Встречаем! You hold me in the street and you kiss me on the dance floor. I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. We keep behind closed doors every time I say
Can I kiss you on the dance floor? I wish that we could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours, I'm yours. Oh, why can't you? Итак, девушки показали себя во всем ослепительном блеске. И сейчас наше жюри предстоит принять необычайно трудное решение выбрать королеву вечера мисс выпуска 2020. Мы провожаем наше жюри. А для вас на этой сцене поет Неустроева Саяна. So you know what it is.
конкурса. Внимание на экран. Stop the track, let me stay fast. Told you give me a minute and I'll be right back. You can know you around the world and they said that I couldn't get it. I ain't got so sick and filthy with binges I can't spit. How you gon' be talking shit? You ain't like I just got a beat. Been the number one diva in this game. Because that's where I be. Na na na, Tita is a female version of a hustler, of a hustler, of a hustler. Na na na, Tita is a female version of a hustler, of a hustler, of a hustler. When he pull up, wanna pop my cooler, bet he better have a six pack in the cooler. Getting money, Tita's getting money. If you ain't getting money, then you ain't got nothing for me. Tell me something, way your boss, way your boss. Some ladies up in here like to talk like I wanna see ya. I like to meet ya. What you say to me? She ain't gon' see ya. Tita is a female version of a hustler, of a hustler, of a hustler. Tita is a female version of a hustler, of a hustler, of a hustler. Since 15 in my stiletto, bitch, you're ending this game. What's your age? What's the question? They ask when I hit the stage. I'm a diva, best believer. You see her, she getting paid. She ain't calling him the greatest, I need him my best mate. Stick up, need the bags, all that money. Stick up, see the mask, all that money. All the ladies get up, I see you all do the same. Take it to another level, no passengers on my plane. Встречайте на сцене вновь танец Абакрю.
Большое спасибо вам, Андрю. А сейчас встречайте на этой сцене Драгунову Карину с песней. Thank you.
коллеги, разрешите меня от себя лично, от администрации всего коллектива нашей школы поздравить всех присутствующих, во-первых, с наступающим Новым годом. Безусловно, это, с одной стороны, просто смена календаря, новый календарный период, год, но с другой стороны, все мы привыкли связывать с этим моментом наши лучшие ожидания, наши самые светлые надежды, какие-то новые планы на яркие свершения. И я хотела бы от души пожелать всем вам, здесь собравшимся, чтобы ваши самые яркие мечты осуществились и самые дерзкие планы были реализованы. Всех с праздником, всем желаю отличной учебы, насколько это возможно, и отличного настроения. Должна сказать, что сегодня вот наше событие, мисс-выпуск, это вообще эпохальное событие. Каждый год мы собираемся в этом зале. И на самом деле масса открытий всегда ожидает всех зрителей. Я, например, сегодня в очередной раз убедилась, что танец не просто такой выразительный язык, но в нашей школе им владеют почти все. И, по-моему, нас скоро можно будет назвать танцевальной школой. Также я хотела бы сказать, что, вот, наверное, после сегодняшней встречи я еще больше полюблю синий цвет. И, наверное, я буду по-другому уже слушать Есенина и монолог Катерины, который, в общем-то, не редкость в школьной программе, но сегодня прозвучал просто совершенно изумительно, по-новому. И вообще надо сказать, что все наши участницы были весьма профессиональны. И профессионально держали себя на сцене. Я думаю, что их проходке позавидовали бы, не только девушки нашего города, но и, в принципе, те, кто стремится к таким результатам. Спасибо большое всем нашим участницам. И я думаю, что вы со мной согласитесь, что на самом деле сегодня было все классно, по-взрослому организовано, и многие ребята над этим поработали. И наш воспитательный отдел, и наше детское общественное объединение «Алые паруса», и штурманы детства, и все наши фанаты нашей большой школы. Давайте их тоже поблагодарим. Прежде чем передать слово жюри для оглашения, на самом деле, настоящего итога, которого все тут ждут, все ради него собрались, я знаю, я бы хотела под ваши, конечно, одобрительные аплодисменты вручить благодарственные письма от имени нашего коллектива нашей школы гостям за активное участие в жизни школы и развитие лучших традиций социального партнерства с пожеланием дальнейших успехов, воплощения интересных замыслов и смелых идей. Популярному певцу и танцору якутской эстрады Эрхану Попову. Всего нашего коллектива я бы хотела поблагодарить, безусловно, профессионала в этом деле. В Институте 2012 года финалистку Мисс России 2012 года. Друзья, всем еще раз наступающим Новым годом, и слово. Мы пригласим наших участниц на сцену. Жюри может спуститься вниз. Итак, участницы конкурса «Мисс Выпуск» 2020 года, встречайте! Которые предоставили призы для наших участников. Прекрасные букеты для наших прекрасных девушек от цветочного центра «Букет ОП».
членов жюри. Всем добрый вечер. Для меня это реально вот шок. То, что сегодня прошло, в хорошем смысле этого слова, потому что я не ожидал такого количества талантливых ребят и девчонок на одной сцене. Давайте поаплодируем всем вам. И немножко отмечу команду танцевальную, как она называется у вас? Амакурю. Реально. Отмечу девушку по имени Анжела. Это просто, не знаю, это уже готовый артист. Не знаю, у нее был бенефис, да, она сколько раз выходила на сцену. В общем, все очень классные. Даже Макс Барских, да, у нас, кажется, был проездом. Это, безусловно, приятно тоже. Парень молодец. И насчет самого конкурса было безумно приятно за вами наблюдать. И я вот в прямом смысле очарован всеми вами. Прям стою, волнуюсь. И у меня вопрос, кто за кого болеет? Ну, понятно. Ладно. Передаю слово Наталье. Добрый вечер, дорогие гости, дорогие учителя, конечно же, наши участницы и выпускники 31-й школы. В первую очередь я хочу поздравить вас с наступающими праздниками. Хочу пожелать вам успехов в ваших сдаче экзамена, да? Самый, не знаю, волнительный момент, наверное, в 2020 году будет. Сегодня вы все показали свою сплоченность, какие вы все активные. Я просто действительно вот тоже согласна с Архангом, да? Как на самом деле меня часто довольно приглашают в качестве жюри в разных учебных заведениях, школах, да? И я скажу вам, что в будущем это вам очень понадобится. Держаться на сцене, уметь говорить, да, вот все эти сегодня выходы. И вообще каждый человек, который помимо учебы чем-то занимается, в будущем и в работе всегда отмечен будет как плюс, да, во всем. Даже я переволновалась, кажется, энергия наших участниц ко мне передалась тоже. Ну, и, конечно же, давайте уже начнем вручать нашим красивым девушкам. Давайте еще раз им поаплодируем. Победительница в номинации, внимание, Мисс Спорт. Мисс Спорт. Это, наверное, какая-нибудь фитоняшка, да? Самая спортивная девушка. Это Избекова Саина. Избекова Саина. Мисс Спорт 2020. В качестве приза сертификат от магазина спортивной одежды Be Real. Мисс Спорт Избекова Саина. И вручается в номинации, победительница в номинации «Мисс Очарование 2020». Это Яныгина Полина.
следующая номинация — это «Мисс Талант». Вручается барабанная дробь Петровой Виктории. Петрова Виктория. В качестве приза Виктория получает сертификат от книжного магазина «Кити Епета». И даже потом пистолета я найду тебя, я найду тебя. Ведь тебе не ко мне так, ты просто подойди ко мне так. Ведь ты моя, все без тебя не так. Лечу к тебе я. И следующая номинация, не буду вас томить, вручается «Мисс Грация». Я это не сказал, да? «Мисс Грация». Не буду вас томить. Хотя, наверное, буду. Давайте барабанная дробь. Ивановой Селене. Селена получает сертификат от вас от книжного магазина «Епета». Также сертификат на обучение от Центра восточных языков «Востоковед». Мисс Грация Иванова Селена. Следующая номинация «Мисс Интеллект» вручается Бугаевой Анне. Мисс выпуск 2020 Бугаева Анна. В качестве приза Анна получает сертификат на обучение в языковом центре «Интенсус». И, конечно же, пригласительный от кинотеатра «Центральный». Мисс Интеллект Бугаева Анна. И следующая номинация «Мисс зрительских симпатий». Вручается... За кого болели больше всего? Мисс зрительских симпатий конкурса «Мисс выпуск 2020» школы номер 31 Львова Анжела. В качестве приза Анжела получает сертификат от кондитерской мастерской Марии Столярчик на 3000 рублей. Мисс зрительских симпатий Львова Анжела. Итак, самый волнительный момент. Мы выбрали тройку ваших самых ярких выпускниц, которые сегодня выделились, скажем так, да? Но нельзя так единогласно тоже сказать, потому что все наши участницы имеют свою индивидуальную изюминку. Было сложно нам, было сложно, честно, выбирать, да? Итак, вручается диплом второй вице-мисс конкурса «Мисс Выпуск 2020»
Львовой Анжеле. Встречайте, вторая вице-мисс выпуска 2020 школы номер 31 Львова Анжела. Корона для победительницы и прекрасная лента. Львова Анжела, вторая вице-мисс выпуска 2020. В качестве приза Анжела получает сертификат от салона красоты Гая Бьюти. Итак, диплом первый вице-мисс конкурса «Мисс Выпуск 2020». Вручается. Итак, бурными аплодисментами. Это всего лишь шаг до победы. Бугаевой. Выпуска 2020 школы номер 31 Бугаева Анна. В качестве приза Анна получает сертификат салон красоты Гая Бьюти, также сертификат на первоклассный маникюр от Анжелики Гостевой Нейлс. Анна Бугаева, первая вице-мисс. Ну и самый долгожданный момент на сегодняшний вечер у нас. Диплом вручается победительнице. Я думаю, все будут согласны. Мисс Выпуск 2020 является Иванова. В качестве приза Селена получает сертификат на 10 000 рублей от салона вечерних выпускных и свадебных платьев Анна. Также суперприз для мисс Выпуск 2020. Сертификат на полное обучение в модельное агентство Тая Моторс. Итак, все камеры устранены. Королеву Мисс Выпуск 2020.